Суд присяжных – это особая форма судебного разбирательства. Так свое обращение к гражданам начинает председатель Верховного суда Республики Ибрагим Фаргиев. Но для начала немного исторической справки. Институт присяжных в России был введен в 1864 году. И, в принципе, этот институт в той или иной мере существовал до 1903 года в России. Суть его заключается в том, что это особая форма участия граждан в осуществлении правосудия. После Великой Октябрьской революции этот институт присяжных был устранен. И в 2004 году впервые федеральным законом был внесен изменение в Уголовно-процессуальный кодекс, и в России появился институт присяжных заседателей. Это было время, когда, в качестве эксперимента начался, в ряде субъектов института присяжных действовали. В последующем, когда обкатали этот институт, и уже законодатель начал в полную меру использовать этот институт. В год судами республики рассматриваются до 10 уголовных дел, где помимо судьи принимают участие и присяжные заседатели. Это форма, когда суд одновременно состоит из судьи-профессионала и заседателей, которые к судебной системе отношения не имеют. Суд присяжных назначается по желанию обвиняемого. И таким судом рассматриваются дела по тяжким и особо тяжким преступлениям. Многие заседания срываются, причина – неявка присяжных. Случается такие варианты, когда вызывается свыше 1000 человек, 1000 повесток, прибывает 1 или 2 человека в судебное заседание. И я бы хотел сегодня, пользуясь этой возможностью, разъяснить гражданам Республики Ингушетия важность участия граждан при осуществлении правосудия. В первую очередь, у нас есть в республике составленные списки присяжных заседателей. И эти списки постоянно обновляются. К сожалению, в силу того, что не всегда и надлежащим образом оформляются эти списки на местах, и в эти списки порой включаются и люди не с неправильными адресами, с искаженными фамилиями. Допустим, Магомед написано в списках, а он по документам Магомед. Соответственно, он если даже прибывает в судебное заседание, это уже основание для того, чтобы он не мог участвовать в судебном заседании. Кроме того, в списки включаются умершие люди, несовершеннолетние включаются в списки. И в итоге очень часто судебные заседания срываются. Ранее, когда дела по терроризму рассматривались, почему-то в Республике Ингушетия более активно приходили граждане, несмотря на то, что домой приходили, присяжных запугивали, и приходили, и дела с участием присяжных проходили, и эти дела рассматривались. Сегодня же суды республики, Верховный суд рассматривает дела по особо тяжким преступлениям, это, за которые предусмотрена смертная казнь или пожизненное лишение свободы. А районные суды рассматривают у нас дела, связанные просто с убийством, часть 1 статьи 105, и умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть. И мы не можем рассмотреть эти бытовые дела, убийства на почве ревности, на почве мести, драка, в результате которой произошло убийство, убийство с согласия потерпевшего. Мы не можем рассмотреть эту категорию дел в связи с тем, что присяжные заседатели не являются. Однако принять участие в суде в качестве присяжного может не каждый. Есть свои критерии по отбору. Так, по закону не подходят люди с уголовным прошлым, граждане, в отношении которых открыто уголовное дело, психически больные и те, кто не знает русского языка. Коллегия присяжных разрешает по конкретному делу 3 вопроса. Присяжные заседатели, они, когда участвуют в судебном заседании, они не решают вопросы юридической квалификации, они не решают вопросы назначения наказания. Они лишь решают вопросы факта. Эти 8 человек, которые в областном суде, и 6 человек, которые в районных судах, они решают вопрос, допустим, совершено ли преступление. Совершено ли это преступление этим лицом? Виновен ли он в совершении преступления? Достоин ли он снисхождения? Вот вопросы факта.
присутствии присяжных заседателей не допрашиваются свидетели по данным о личности. И порой получается, что процессы с участием присяжных заседателей намного быстрее идут, чем процессы с участием присяжных, когда дело рассматривается в составе 3 профессиональных судей или 1 федерального судьи, поскольку там уже происходит исследование всех материалов дела, и оглашаются показания, допрашивается колоссальное количество людей, а с участием присяжных может быть только допрошен свидетель, только по вопросам факта, чтобы никакого влияния на присяжных не оказывать на формирование их мнения, чтобы их мнение... И когда они уходят в совещательную комнату, они голосуют. Если же, допустим, половина «за», оправдательный приговор, а половина присяжных заседателей против оправдательного приговора, решение считается принятым в пользу оправдательного приговора. Поэтому решение принимается большинством голосов. Все присяжные заседатели имеют одинаковые права. Хотя исполнение обязанностей присяжного может нарушить распорядок дня, есть в этом и свои плюсы. Помимо того, что гражданин обязан прибыть на суд, если ему пришла повестка, присяжные получают денежное вознаграждение за участие в суде, а отсутствие на работе не будет принято за прогул. Таков закон. На период, пока он участвует в деле, он пользуется всеми льготами, статусом федерального судьи. Каждый день работы в качестве присяжного заседателя оплачивается 50% должностного оклада действующего судьи. 50%. Присяжному заседателю оплачиваются командировочные расходы. Вот он прибывает в Верховный суд и убывает, представляет документ, что он прибыл на таком-то транспорте, эти ему расходы компенсируются. Кроме того, если, допустим, у присяжного заседателя ему выплачивается день 700 рублей, а у него заработная плата 2000, то законодатель предусматривает, что эта оплата в течение дня ему повышается до 2000 рублей, чтобы размер заработной платы его сохранился. А если же его доходы ниже, допустим, он менее 700 или 800 рублей получает в день, то эта зарплата ему повышается до 800. Если он получает 500 рублей в день, или 600 рублей, повышаются до 800, и кроме того компенсируются все его затраты, связанные с прибытием и убытием в суд. И вот люди не знают, что это очень интересная форма осуществления правосудия, что законодатель наряду с гарантией, это колоссальная гарантия, пока ты участвуешь, в отношении тебя не может быть возбуждено уголовное дело, ты не можешь быть привлечен к административной ответственности. И если совершено правонарушение, это особая сложная процедура привлечения к ответственности в этот период присяжного заседателя, он обладает полной гарантией государственной правовой защиты. Хотел бы пригласить граждан Республики Ингушетия активно пользоваться своим конституционным правом на осуществление правосудия. Это интересная и очень жизненно важная, необходимая форма осуществления правосудия. Объяснить, что суд присяжных – это важный элемент судебной системы, призвана памятка кандидатов в присяжные заседатели. В ней расписаны все нюансы, права и обязанности присяжных. Муслим Ганиев, Асхаб Белокиев, Новости 24.